Наша база в горах. Валерий, здесь уже какой день обитаешь в лесу? Что говоришь? Который день обитаешь уже? Наверное, 4-й, 5-й, 6-й. 6-й, наверное, да? Не знаю. 6-й, 7-й, я уже даже не помню. Валерий вот победитель розыгрыша. Поездка на клевую рыбалку летом. Рыбалка у нас, конечно, не совсем так идет, как мы планировали. Ну, хорошо идет все равно. Все равно хорошо идет, да? Все равно хорошо. С азартом. С азартом, да. идет. Да, с азартом именно, с поисками. Вот. Как она вот у нас давалась в те года. То есть мы всегда раньше ловили рыбу, так скажем, трудовой, поисковая, трудовая рыбалка. И вот эта рыбалка у нас вот именно такая. Обязательно будет хорошая якутская рыбалка. Я прям вот хочу, чтобы Валерий насладился вот этой рыбалкой. То есть, ну, почувствовал действительно дух настоящей якутской клевой рыбалки. Вот. И вот так вот. Поэтому продолжаем поиски дальше. Так, Валерий, ну как вот у тебя вот навыки владения спиннингом? Я знаю, что ты до этого ни разу не ловил на спиннинг. Вот что-нибудь, какие-нибудь уже, ну, такие есть какие-нибудь успехи там? Успехи есть уже практически. Кидаешь в то место, куда смотришь, куда планируешь. Но тут еще и спиннинги сами по себе, можно сказать, за тебя всю работу делают. Поэтому я думаю, дальше будет еще лучше. По приманкам что-нибудь, ну, приглянулась какая-нибудь приманка? Блесны там, либо какие-то поверхностные, что предпочтения есть каким-нибудь? Да, к лягушке, к мышке. То есть тебе понравилось вот именно на них рыбачить, да? Да, щука больше всего чем на блесна. Ну, чем понравилось тебе вот именно на поверхностнике? Ну, в этих местах коряжников Угу. очень много зелени, которая свисает над водой. И не всегда воблеры, блесна вот здесь подходят. Очень много зацепов. А вот такие, как мышка или лягушки, они прям вот для этих целей. А клюет примерно так же. Щука. Понятно. Какие новые виды рыб ты здесь увидел, открыл для себя? Ну вот вчера-сегодня мы ловили сик. Сегодня буквально часа 2 назад поймали ленок. Первый раз вижу эту рыбу. Очень красивая. Никогда такой не видел. Ну вот, будем стараться поймать больше такой же. Так, хорошо. Как тебе комары якутские? Здорово. Здорово. Комары здесь У нас есть. якутские. У вас Есть, да? есть. С учетом того, что у нас их нет, то у вас они есть. Ну, Нужно привыкать. привыкнуть нужно. можно к ним или нет? Нет, все-таки? я не могу. До сих пор, наверное, сколько уже, 6-7 дней привыкнуть я к ним не могу. У меня иммунитет пока не выработался. Но думаю, что в скором будущем, может быть, что-то исправится, изменится. А сейчас пока нет. Ну, вы сами можете видеть. Хорошо. А как тебе наш якутский климат после Ульяновска? Вода, воздух. Воздух чистейший. Я был удивлен, мы шли по протокам реки, и оттуда прям можно, оказывается, воду пить. У нас такого делать категорически нельзя. А здесь вот можно. Я был крайне удивлен. Я просто такого никогда в жизни не видел. Да и вообще природа здесь у нас такой нет. Это с левой стороны у тебя могут быть заросли, значит, лес непроходимый. А справа от тебя горы, на которых до сих пор лежит снег. Светит солнце ярко-ярко, но при этом 2 часа ночи. Я такого никогда не видел. Очень понравилось.
И хер знает, что там дальше говорить. На секунду остановись, пожалуйста. Ага. Так, ну что у нас, как вот, допустим, как считаешь, в этом году рыбалка вообще получается или нет? Трудовая пока. Ну, блин, не каждый день коту масленица-то, ё-моё. Ага. Ну, никто ж не застрахован от того, что уровень воды баха поднялся. Мгм. В том году тоже был высокий, но не настолько сильный, и вот была мутная вода. Но надежда-то есть еще, что сейчас поедем на другое место, и что вот эти слияния двух речек, на которые мы больше всего надеемся, и, может быть, там повезет поймать нашу заветного линка. А то мне что-то как-то не прет. Сошел сегодня один, и я их больше поклевок-то не видел. Сколько я чего только сегодня не делал. И такую дистанцию по речке прошел. Вот. Ну, еще все впереди, я думаю. Хоть не так много дней осталось. Но я надеюсь, что мы что-то еще должны изловить. Должны, просто обязаны показать какую-то рыбалку. Вот. Я думаю, если бы мы приехали недели позже, где-то так, то рыбалка была бы уже совсем другой, когда реки начали бы прочищаться. Это, в принципе, это ежесезонно такая ситуация. То есть надо приезжать, ну, где-то уже в начале июля, не так, как мы. Но зато мы побывали на Исахе. Это самое такое ценное в этой поездке. Шикарный праздник, которых я никогда не видел. Вот это многого стоит. Если бы не Исах, мы и планировали позже приехать. Мы понимали прекрасно, что будет мутняк в реках. Вот, но очень хотелось побывать на этом празднике. Поэтому, я думаю, что что-нибудь мы наковыряем. Для контента что-нибудь наковыряем. Хорошо, что-нибудь тебе удалось поймать из того, что ты планировал в этой поездке? В данный момент. Ну, щучку уже неплохую я поймал. Ну, не считая мелких всяких, там трешка, там шестерочка у меня уже есть в этой поездке. Вот. Куня неплохие уже там, ну, немного пока, но есть. Но еще ж, наверное, это наверстаем. Сишка поймал. Вот. Ну, ленок, вот, да, сошел сегодня. Вот эта дикая досада, что он сошел. Вот, неплохой леночек, такая поклевка была. Ну, в камеру запечатлена, во всяком случае. В любом. Сишка ловил раньше когда-нибудь? На спиннинг нет, впервые. Вот. Да, у нас вчера какие классные кадры были, когда он сик вот стая вот это ставил. Вообще шикарно. Эмоции хоть отбавлю. Да сам мне вообще важна вот это само путешествие вот это. Вот что мы взяли да сделали. То, что мы прошли уже больше 1000 километров просто на ПВХшках. Вот. И еще и на китайских моторах, в которые никто не верит. Если бы не Слава, я бы сам в них не поверил еще в прошлом году. Сейчас я им стал больше доверять, во всяком случае, китаёзам в плане моторов. Вот. Все-таки они научились делать уже моторы. Ну, тут, дай бог, конечно, что это подводить техника не будет. Ну, тем более, твой-то мотор уже яркий показатель. Что уже, которая ходка у него уже сюда? 6-я или 7-я? Да, уже давно. То есть китайский мотор прошел по километражу более 10 тысяч километров. Не считая таких вот коротких перебежек и каких-то других рыбалок. Так что в этом так вот я немножко разубедился в их ненадежности. Ну, у меня теперь самого китайский мотор дома появился, поэтому скоро начнем на нем ходить. Хорошо. Ну, вот такие вот, друзья, у нас новости. Ну, более развернутую поездку, конечно, Володя у него на канале можете посмотреть, потому что лучше него это, конечно, никто не запишет. То есть человек, который приезжает сюда во второй раз, в первый раз, у них эмоции как бы от такой поездки намного больше. Вот. И впечатлений, конечно, есть что рассказать. А это у меня уже глаз такой. Я уже здесь был, все это видел. Как бы, ну и для меня это обыденно. Вот так вот. Так вот новая палатка, которую Володя приобрел. Собирается, наверное, раза 3 дольше той предыдущей. Но она в раза 2 ее больше. Володь, ну как тебе палатка? Хорошая, но муторно разбирать. Все-таки, ну видишь, были бы в Якутске побольше выбор, мы бы с тобой что-то другое купили бы. А это так. Быстро, пойдет. быстро ставящий, Да, если нам что-то надо. типа как у меня, только побольше надо. Вот я вот И недавно. по качественнее надо вот Да, эти у меня прутки. там она в качестве не очень, ну она сама задумка, как у меня там палатка идеальная. Что это нет? Так, друзья, ну что, уезжаем. Сейчас я напоследок покидаю, потому что здесь есть рыба. Я ее должен поймать. Тема таймени не раскрыта, да? Тема линков
последний раз раскрыта. Есть поклевка. Хотели было бы уехать уже, но щука взяла. Я думаю, щуку забираем, наверное. Такая хорошенькая щука. На вечер, на ужин-то готовить. Забираем, нет? Там нет, точно. Там не поймаем. Да я возьму сам. Ну, она в любом случае сошла бы. Это тот, который плавал. Да, это вот та, которая щука здесь плавала днем. Она сейчас может еще взять, то есть забыла уже. Да, через несколько минут забудет. Да там еще стоят всякие щуки. Друзья, вот хотели было уехать, но решили половить напоследок. И вот вам, пожалуйста, результат. Щучка. Так классно, прохладно стало. Ветерочек такой подул. Да? Так, в общем, заехали в еще одно ловистое место. Оно маленько обмелело. Так, приготовься забрасывать и вытаскивать сразу. Кидай прям вперед туда вот. Пока я не доехал до туда вот. Далеко Валерий забрасывает. Камень может взять. Ударила щука. Таскивай, тащи, кверху тащи. Ну не умеет человек вываживать, что сделаешь? Да хорошо, хоть спиннинг не сломала. Да ну там трешка, наверное, ага. Ты ей не давай заходить за лодку. Ты сразу ее вот так наверх секи вот и спиннинг. А? Не, ну все равно можно было перекинуть быстренько вот так, раз. Мы пока перекидывали. А. Ты видишь, что она туда ныркает? Она в этот, за мотор туда, короче. Ну ты старайся за баллон и сразу вот с боков держать ее. А? Ну, что сделаешь? Не вовремя. Ну, оснащай заново. Рыбачить. Валерия срезала, короче, щука. Плавает. Это окушки плавают. Настроение все упало. Поймаешь еще что? Наука будет. Ничего. Ничего не понял. Вот здесь рыба должна быть вся. За ночь. А, Володя все-таки вмазал ее. Должна быть здесь рыба, должна быть. Тайком какая-то.
Хорошо взяла прям. Самое пузо. Видел, да, как выскочила? Пытается сплюнуть. Но Люцифер хорошо засел. У нее в пасти. Вот она. Вот она. Видел, как она притаенная стояла у берега? Ее прям вообще не видно. Есть она и там нет. Такая приманка Люцифер сработала. Че, на ужин забираем, Володя? А? На ужин? Ну я поймал, но у тебя покрупнее, может твою лучше забрать. Да это мало будет, наверное. Мало? Ну давай заберем. Ладно, давай одну отпускай тогда, если это. Вот, на ужин забираем. Причем карабинчик отогнулся и приманка отцепилась. Вот такая вот приманка, Люцифер, бриолин. Первый заброс, сразу поклевка. Так, а Валерий я дал вот такого, но он его еще не ставил. Давайте ему дадим вот этого. Поменьше будет граммовочкой. И на нее ловится, чтобы он потом не говорил, что ты мне дал что-то не то. Да, Валера? Так, ну а мы щуку забираем, друзья. На вечер. Сейчас гуманизируем. Вот. Гуманизация прошла успешно. Сюда в сумочку кинем. Вот его прям вот легонечко, он этот тяжелый, летит далеко, поэтому здесь вот можно особо не размахиваясь забрасывать. Он под своим весом, ну как бы неплохо полетит. Сейчас попробуем красного Люцифера. Классно играет вообще в воде. Каменушки не будет особо. Ну все, походу, мы тут всех переловили. Окушки еще есть, вон, плавают. Но они что-то вообще какие-то неактивные, слушай. Окушки вот. Ну, что-то он какой-то вообще контуженный. Капец контуженный. А щука, она прям сразу схватила. Забрасывай туда, в устье. Прям в устье кидай. Отлично, отлично. Есть, красавчик, красавчик. Так, Валерка вот поймал. Приспусти маленько. Ты слишком
его это держишь. Вот. Нет еще. Нет, слишком высоко тянешь его. Надо приспустить, а потом приподнять просто и все. В лодку. А да этот попробуй. За поводок хватай. Не за леску, не за петлю, а нельзя. Нельзя детям. Кирмана. Место. 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 За поводок возьми. За поводок. Вот этот. Железный. Ну теперь с почином. Вот теперь с почином, да. Сам поймал, да? Первую? Первая, да? А Щука раненая он. твоя. Она вон раненая, видишь, без хвосту. Смотри, какие там зубы, ё-моё. Ты пытался ее сожрать. Ну кто-то еще крупнее. Да. Ну что, Валера? Показывай, Ну показывай. спасибо. Наконец-то. Ты уже гору этих щук переловил. О, вот, отлично. Ну что, отпускаем? Ну давай, отпускай, конечно. Раненая еще. Ну вот видишь, закинул в этот и все. Да, вот она в этом ручье и стоит. Ну, небольшая щучка, где-то. 4 килограмм 3. Нет, конечно, но меньше, наверное, двушка, наверное. Даже не будет. Двушечка не будет еще пока. Кило, наверное, полторашка, наверное. Ну ладно, ладно. 700 700 грамм, грамм. да? Понял. Ну, поздравляю все равно, что. Первой щукой в жизни. Это надо отмечать. Надо. Вот пахом. Холодным. Как здесь обычно всякие щуки, хрюки, мандавухи стоят. Так, приплыли на одно из рыболовных мест. Из рыбных мест. Вода здесь прям жестко отличается. О, идет кто-то за ней. Прям следом за этим шел. Прям плыл. Кто-то видел, да? Нет. Волна такая шла. Опс, мелко. Мелко, друзья. Мелко, мелко. О, это что? Кого-то ударил. Тут попался. Что, налиму, что ли, забагрил? Да ты что? Представляешь? Налим. Вот это да, друзья. Обалдеть. Вот это да, сопливого забагрил. Даже не ожидал, что он тут может быть. Что, забираем? Пожарим? Ну давай. Кстати, налим обалденный вообще. Самое то, да. Вот речной налим, Приготовить. то он вообще классный вечером. Да, у нас разнорыбится, да? У нас и щука, и И щука, и это, кстати, ленок. офигеть. Таймень не хватает. Красота. Таймени не хватает. Кстати, вот сейчас он забросил, Валерий, что-то там за ним прям гналось. Волна такая шла, да. Думаю, к берегу может пристать, покидать в ручье. Чуть-чуть. Он в ручей закидывал туда. Там прям волна такая шла. О, сейчас Рыбкин выловит, пойдет.
Так, подъедем тоже, да? Чем мы будем отставать-то от него? Приехали на очередное место. Владимир он устанавливает палатку. Здесь у нас вот такая вот красотень. Песель там. Слава. Что-то кидать, по-моему, пробует. Мушкары полно-полно. Ну, красотища здесь, конечно, неописуемая. Сейчас будем... кстати, поймали щуку, поймали налима, поймали сига. Сейчас будем делать уху и будем жарить щучку. Из всех рыб жареная она самая лучшая получается. Так, ну чё, это вот ленок, который мы поймали 5 минут назад, засолили. И вот мы уже его употребляем. Попробуй. В пищу. Надо попробовать. На любителя. Надо есть. Нет, это тема вкусная. Ты ел ленка хоть раз? Нет, я уверен, что он вкусный. Попробуй. Все, мне тоже нужно пора идти. Жирненький. Так что, Соль как? отлично. Ну, то она сейчас пропиталась подольше, соль. Да не, я просто нормально посолил, правильно. Нет, там были начали рано есть. Она еще соль не пропиталась, не растворилась. Не-не-не, не в этом дело. Там я много бухнул, я сразу признаю это. Нет, слабосолочка тема. Слинка. Да? Оля? Ешь с хлебом. Вкусно. Офигенно. Ну вот такой вот ленок. Обалдеть. А жира сколько вон? Руки аж, блин. Все жирные. Шибон, на. Такое не надо есть. Она не будет есть соленой. Знаю, что это. Ну что, похоже, Валерий? Не знаю, я ничего похожего. У маги на суши похоже? Да. Из ленка же делают суши. Ну да. Да, где столько линка-то взять, чтобы суши делать, такие объемы. У меня жена дома делает, когда приезжаю с рыбалки. Не, ну это твоя жена делает. Дети так не едят рыбу. Вот Знаешь, так. Они вот так не едят, прикинь. А сделаешь суши. Ну я вот так рожку тоже Камнепад. слабо могу есть. А если взять зимний салат, например, ну не мешать с майонезом, я отдельный квас не записан, а отдельно. Кто? Окрошка? Ну да. Ты знаешь хоть такое блюдо-то? Да, знаю, пробовал. Вы его на барпахе делаете, да? Не зашло как-то, не очень. Может я не так пробовал. Ну, самодельная там была такая окрошка. Парень сделал, приехал. на барпах, видишь, тоже не каждый позаходит. Вот мы другое пробовали, все уже не то. И Борисов нормальный. Воды обопьемся, наверное.
Ну а что ты на видео засними? Заснул. Ну что, пойдем? Поехали ты. Да, заводи. Ну. Так, ты остаешься, даже не мечтай. Опа, есть, красава. Валерон, давай тащи его, тащи, взял, да? Подсекся, да? Да ладно, ты что, не засекся? Засек. Ай, да ладно. Не засекся он. Слушай, ну он шел, да? Или что? Ну да. Ну он, как ты сказал, Отцепился? выпрыгнул из воды. Вот, видишь, а ты же говоришь, а ты что мне сейчас только что спросил? Видит он, не видит, видит. Еще как видит. Круто, слушай, ну поздравляю, это, по-моему, ленок был. Или хвост красный был, ярко-красный. Смотрел, нет? Нет. Вот, значит, таймень. Ну вот, друзья, сейчас Валерон только что чуть-чуть не поймал, чуть-чуть. Так, вот это убрать надо, короче, пока мы ее не сломали. Вообще полностью. Прям вот был такой удар и стояли, разговаривали. Вот Валерон говорит, неужели в такой мутной воде что-нибудь кто-нибудь видит и так далее. И такой удар, друзья. Пу! Мышки у Валерона нет. Он мышкой стоит, кидает, а я стою, кидаю простую утку какую-то. Вот я сейчас ее заменять буду. Ставить сюда мышку. Так, а ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Угу. Красотища здесь. Неописуемая. Хотя здесь чище. Я ногу вижу. Я вон там вон свою мышку Там ни хера вообще, блядь. Я вот так заходил. за вообще куст никак ничего не видно. зацепил. Сейчас Владимир должен будет ее вытащить. Новая мышка. Так это подводная лодка. Как подводная лодка шпарит. Серега Токарчук сделал. Прикольная штука. Сейчас, если поймает кого-нибудь, обязательно покажу. Но она еще заныривает иногда. Заныривает, выныривает. Здоровая такая. Огромная такая штука. С хвостом. Таким большим. Сейчас покажу. С Калининграда с Володькой отправил Сергей Токарчук вот такую штуку самодельную. Бабах. Вот, сейчас ее кидаю, хожу. Валерий мышкует. Мышкуешь? Валерий. Да, Мышкует. мышки плавают, река течет. Давай помышкуем вместе.
Борода. Да. Да. Что-то. Ну мы поехали ловить. Ты не знаю как. Мы сплавы делать пошли. Да, мы пошли сплавы делать. Чтобы ловить. Опа, выпрыгнул. Видел полет такой, прям жестко. Есть, 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 есть. Таймень идет. Таймень идет. Началась битва. Двух исполинов. Собери мышку, пожалуйста, свою быстро. Смотай ее прям очень быстро. Друзья, хороший экземпляр. Хороший сидит. Вот лишь бы сейчас не сорвался, а. Лишь бы сейчас не сошел. Так, сейчас надо посмотреть, как он сел. Прям во рту держит. О, о. Вот это да. Ой. Сейчас сорвется. Ой, 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 ой. Вылетит изо рта сейчас. Валерон. Сейчас у него мышка, по-моему, вылетит вот это изо рта. Знаешь, что сделаем? А вон к нашему берегу давай. Сейчас держи. А я буду его это тащить на малых оборотах. Так, во-первых, надо вот сюда повернуть удочку. Сейчас вот сюда пойдет. А как здесь это ослабить, если что, если будет... Ничего не надо ослаблять, он сам будет ослаблять все. Просто держи вот так. Просто держу все. Да, да. Давай-ка сюда. Пусти. Вот так на малых едем, тащим тайменем на крючке прямо к берегу. Таймень еле держится, друзья, поэтому плывем прям потихонечку. Потихоньку мы его к берегу подведем. Он уже маленько подвыдохся, со мной боролся. Так, сейчас надо будет тебе выпрыгнуть и лодку схватить. Только смотри, спиннинг аккуратней. Повернут. И это. А потом я спокойно выйду и вытащим его на берег. Без спеша, без паники. Потихонечку подтащим рыбу. Так, вот почти подъехали к берегу. Сейчас Валерон будет выскакивать, брать быка, как говорится, за рога. Так, теперь я спокойно выхожу. Подводим рыбу. Плавно. Плавно. Вот так вот. Ху-ху! Вот такая рыба. Дела. Вот это таймень называется. Рыба. Там отцепился. Уже на берегу. Видишь? Дай. Где? Да, да. Ё-моё, нифига.
Нифига себе. Вот туда пойди. Это номер. Сколько трудов. Ёлы-палы. Блин. Ну он прям свечу такую сделал, выпрыгнул. На это Серегину? Нет, на мышку обычную. Да, он так Охренеть. выпрыгнул прям из воды. Да, я с ним Блин. сфоткаюсь тоже. Сфоткаюсь. Ну я поздравляю тебя, Слава. Ну не может быть. Я уже не верил, что кто-то хоть из нас поймает. Такими трудами эта рыба далась. Так, сейчас мы взвесим. 6,5. 4900. 4900 ровно. 10. 4910.